Ну что, друзья, всем привет! Заканчивается волжская эпопея, рыбалка на чувашской земле. И сегодня последняя ночь, ребята. Последние сутки я проведу время на Волге. И в понедельник мы уже выезжаем домой. Вчера был День Республики, было куча народа. Ну, мы отдыхали, высыпались, никуда не гулять не выходили. И сегодня с утра, в субботу, Дамир меня забросил на Волгу, ребята. Недалеко от города, где-то километров 40 плюс-минус. Я уже установил палатку, помог Дамир, так как ветрище ужасное. За эту рыбалку, за эту неделю я нашел тут местечко, ну, Дамир точнее показал, и мне понравился один берег, один такой обрывчик. И сегодня прям с утра с надеждой, прям уже с пониманием, куда я еду, ехали туда. Ну, суббота, друзья, выходные, берега все заняты и в целом место там занято. Остановился чуть дальше, мы проехали чуть ниже. Вначале я уже делал пару рыбалок, а вот в конце вот этого берега здесь не были. И вот сегодня я здесь. Заезжали на протоку, и там люди сидят, просто отдыхают. Много рыбалок получается здесь с лодок. Люди просто приезжают, ставят лагерь, а сами выезжают на лодки, стоят на яйца и так далее. Борода, ребята, прошу прощения за морду лица. Не бритый, борода выцвела от такого палящего солнца, от ветра, немного загорел, и в целом как-то оно так. Уже попил кофе, раскидал кое-какие вещи, поставили вот палатку. Еще раз повторюсь, тянуться было тяжело, потому что палатка большая, мы на самом крутом берегу, и здесь прям тянет, просто тянет. А такую палатку, ребята, если подымет, то ее просто вырвет. Сейчас покажу, как утянулись, и в целом покажу, где мы вообще находимся. Дамир меня оставил, уехал. Приедет только завтра, делает дела домашние. Ну, а я здесь проведу сегодня с вами очередную рыбалку по фидеру. Так, в целом, ну, уже 1000 раз, ребят, показывал все серии. Кто смотрел, тот знает, что я взял УП-3, раскладушки, столики. И, в общем, это здорово. Вот так находиться на берегу и чувствовать себя комфортно. Сегодня сделаю итоговую, друзья, рыбалку. Расскажу свои впечатления, что, как я понял, что нужно, если вы впервые едете на Волгу рыбачить. Именно по фидеру. И никогда здесь не были. И вот именно сегодня, друзья, я вам расскажу, так как я приехал с тайги, грубо говоря, с лесных речек, не особо таких больших. И у нас тоже идет рыбалка по фидеру, но, естественно, тут совсем все по-другому. Итоговая рыбалка, друзья, ночь, вечер, утро проведем, порыбачим. И я вам в течение рыбалки буду рассказывать, что, как и почему. И кто первый раз соберется на Волгу, возможно, поможет моя, ребята, история рыбацкая и что нужно вот брать конкретно. Давайте начнем, друзья. Бороду почешем и погнали. Так, друзья, ну что, покажу, как выглядит место снаружи. Здесь уже закинул раскладушку, столик, кофе попил. Готовлю прикормку, кукурузу, все как обычно. Последняя рыбалка, друзья, должна пройти на ура, мне кажется. Ну, ветрище пока не дает даже заброситься, найти бровку и так далее. В общем, ребят, вот такой обрыв крутой. А в начале, вот там мы были. Хотелось мне вот быть вот возле этих кустов. Ну, там, смотрите, ребят, целых 6 машин, флаги, дети, ребята отдыхают. Напротив меня тоже стоит лодка, рыбачат на яйца. Достают, кстати, подлещика. Палатки там, в общем, везде, друзья, палатки. И классная погода. Ну, ветер, ребята, очень сильный. Вытянуться пришлось прям вот очень, прям так уверенно. Дополнительные утяжки, где были, все добавил. Прям даже сверху. И надеюсь, что УП-3 не улетит, ребята. Потому что ветрище реально крепит. Ну, мне кажется, утянулся достойно. Все будет нормально. Тут потихоньку готовлюсь. Столики, рюкзачки и так далее. В общем, сегодня, ребята, буду здесь рыбачить. Посмотрим, что да как и почем. Опять же, немножко грязно. Собираю немножко мусор. Пакеты от прикормок и так далее. Вырубаю ступень, ребят. Здесь большой обрыв и неудобно подниматься. Вот начал уже вырубаться.
Есть походная лопатка, топор, вырубаю ступеньку, чтобы было нормально себя чувствовать, выходить. Ну и в общем как-то так. А так в целом, пока ветер, ребята, займусь монтажами, прикормками и так далее. Потому что сейчас, ну, я даже в данный момент не смогу заброситься. Вообще даже найти бровку. Ветер встречный, и, ну, это нереально будет. Как-то так, друзья. Давайте начнем. Погнали. Сильный прибой, очень много мути подняло. Но мне воду надо не для питья, а для прикормки, помыть руки и так далее. Начну, наверное, ребят, с прикормки. Что я здесь понял по прикормке? То, что вся Волга стоит на Дунаеве. Пачки Дунаева валяются по всей Волге. И, соответственно, прям какую-то специальную прикормку я ничего вам не скажу. Единственное, то, что вот на карася мы делали темную базу, а вот по лещу ставили светлую. Ну, так как у меня осталось с рыбалки, мы не выбрасывали. Приехали вчера, и как бы, ну, за сутки ничего и не будет. Она еще вот увлажненная, нормально себя чувствует. По разделке рыбы я увидел то, что рыба кормится и нормально хавает кукурузу. Кукурузу мы всегда добавляли с Дамиром всю эту рыбалку. Просто дешевая. На насадку использую бондюэль, а получается прикормку можно использовать любую, неважно. Прям вместе с водичкой туда ее. Машины только едут и едут. Так, пакетик у меня есть. Вот сегодня красная, и как раз вот замешаем ее с этой же прикормкой. Ну а вечером я хочу сделать другую базу и добавить, как обычно, пшена. Прикормки нужно много. Прикормка идет. Когда стояли на карася, делали более такую рассыпчатую, а вот именно на Волге, друзья, надо ее тяжелеть. Глубины большие, и чтобы кормушка, когда падает, она падает в течение там 25 секунд, надо утяжелять ее. Естественно, мы добавляли меласка постоянно, чтобы прикормка была тяжеленькая, чтобы она такая прям слипалась так уверенно и доходила до дна, а не где-то растворялась в кормушке, пока она падала в течение там 25 секунд. Все, что я могу сказать по прикормке. А так, конечно, все делают по-своему. Но единственный момент, что на Волге надо ее делать тяжелую. На Волге вода грязная, друзья, и если вы будете ехать, то берите с собой питьевую воду. Так как, допустим, я на рыбалку еду, я не беру с собой воду, я пью со своего водоема. Здесь вода грязная. Ну, для прикормки, естественно, надо добавлять ту воду, в которой рыбачим, то бишь вода с водоема. Все, мешаемся. Много кукурузы. Отлично. Вот, друзья, на выходе, что получалась вот такая прикормка. Чтобы она такая прям плотненькая была. Нежели как бы такая более рыхлая. Чтобы она доходила реально до дна, а там ее все равно растаскивает. Вот такая. Отлично. Так, с прикормкой закончил. Начну расставляться, устанавливать фидеры.
По удилищам. Периодически захожу в палатку, чтобы хотя бы мне как-то стало слышно. Вот у меня, друзья, ну, конечно, бюджетные, недорогие фидера. Ну, вполне мне достаточно ими рыбачить у себя на родине. Это 3 метра. Но на Волге, друзья, если вы поедете, как минимум 3,90, 4,20 фидер должен быть. А то и больше. Это оптимальная длина для Волги. Потому что забросы здесь очень дальние. А 3-метровый фидер, даже если у вас есть на шнуре там 150-200 метров, вы просто не сможете забросить. Соответственно, нужен длинный удильник. Катушка в районе 5000. И тогда будете стоять уверенно. И все будет четко. 3-метровый фидер, друзья, это очень маленький здесь. Так что, если поедете, этот момент обязательно учтите. Ну, на моих реках это вполне достаточно, этот фидер. Но здесь просто не хватает кастры. Прям серьезно, катастрофически не хватает длины фидера. В общем, ребята, беда. Ветер страшный. Попробовал покидать даже. Ну, нашел бровку сразу же. Нормально. 2 бровочки. Одна чуть поближе, вторая чуть подальше. Дальний заброс мешает обрыв. Как раз поводком царапаю его. Блин, неудобно. Ну и в оконцове вот так фидер стоит, короче. Самое плохое по фидеру это, наверное, ветер. Поклевку непонятно. Они вот так болтаются, блин. Посидел полчасика. Короче, достаю, там опарыша кукурузы нету. Ну, поклевки есть, но не понять. В общем, буду ждать, наверное. Буду сидеть ждать, пока успокоится ветер. Время у нас 4 час. Заварил себе лапши. Что-то на Волге на лапшу упали. Ну, лень, ребята, варить, вообще лень чем-то заморачиваться. Кстати, по поводу Волги. Именно в Чувашском районе, если кто-то что-то там хочет коптить рыбу, то берите газ, ребята, берите много газа, потому что дров здесь вообще нету. Плюс такой сегодня ветер, то даже костер, наверное, опасно разжигать. Ну, короче, ребят, газ. Нужен газ, дров нету. Если что-то там хотите рыбу ловить, коптить, сразу там вялить, что-то там жарить, то нужно газа много. С дровами здесь беда, не то что у нас. Короче, ребят, колбаска, хлебушек, лапшичка, перекушу. Будем ждать вечера. Надеюсь, что вечером даст погода. Короче, страшное дело. По газам дал, короче. Но он прилип нормально к тебе, да? Он загрузку говорю, я же не могу, потому что мне тянет в одну сторону. Елки мол, вот одну юзу, он прет этот мусорок. Он мне тянет.
Это даже не лещ, ребята, это какая-то другая рыба. Понимаете, ребята, что сейчас это берег? Просто музыка там. Это жесть. Вот так вот. Это не какой-то пляж. Это вот так. Ужас. Что, друзья, дискотека не дает, конечно, рыбалки, но все же что-то спать не хочу. Конечно, надо будет сейчас по-серьезному лечь спать и дождаться утра. Ну, хочу поймать сомика, ребята. Желание бешеное имею. Поставлю вот такой крючочек побольше. И у меня дондрабен и червь есть. И поставлю пучок червя. Не знаю, что получится. Мне кажется, сомики должны быть. Так. Ну, на такой якорь-то мы возьмем. Сейчас попробуем. Все, ребят, попробуем дождаться сама. Хотя прям соседи даже музыку включили. Они хоть и тихонько, но, блин, это не рыбалка, конечно. Ужас, что творится, вообще жесть. Вот такие выходные, друзья. Люди приезжают отдохнуть с семьей, пожарить шашлык и так далее. Ну, блин, последняя рыбалка, неохота мне валяться, отсыпаться. Так что посижу, одел колошки, футболку, штаны приодел. Ждем сама. Кого-то зацепил, ребята. Правда, не знаю, кто это. А может, саменок? Чуть не крупно вроде, или вообще мимо. Глубина большая, не могу понять. Ребята, я это сделал. Это саменок. Смотрите, малыш. Точно так, как и захотел. Смотрите, какой прозрачный. Это сом, друзья. Первый мой сом. А это лапушка. Ну, какой самяра. Тихо, братик. О, какие зубы-то у тебя. А вот такая рыба, ребят, вырастает до 100 килограмм. Понимаете, да, о чем я говорю? Вот и саменок мой первый. Жадно хапнул. Вот он, ребята, хвостяра. Давай, братик. До 100 килограмм рыбка растет. Ура! Победа! Ну, конечно, вообще маленький. А вот такая машина растет до 100 килограмм.
В общем, друзья, время 11, начало 12. Решил, короче, ребята, я лечь спать. Поставлю будильник на 2 часа, и, мне кажется, уже все поврубаются. Потому что дискотека это надоела. Короче, Собика взял, ребята. Мне кажется, в таких закутках, в ямах недалеко от берега можно его рыбачить вот так. Прям на донке ловить. Ну, как налима, короче. А так бровка дальняя, длинная и... Ну, в целом, вечер плохой, день вообще был ужасный. Ну, так монотонно. Я и поспал, ребята, и почитал что-то, и покупался, и позагорал. Короче, ветрище такое было ужасное. А вечер успокоился, ну, не могу я так рыбачить, когда просто музыка долбит. Ставлю чай, пью чаек и отбиваюсь. А пораньше встану, мне кажется, все уже будут спать. А мы пробуем разловиться. Так что, ребята, до утра. Вечер добрый. Я здесь. Поставь будильник на 2 утра. Принято. Поставила будильник на 2 часа ночи. Сколько спать осталось? Сколько осталось спать? Включенных будильников не обнаружено. Спите спокойно. Давай, душе. Добрым утром. О, красавчик. Я вчера, блядь, просто реально не мог ответить. У меня коллега ушел в обочину, блядь. Обочину поймал, блядь. Нихуя. Да ты что, налимчика поймал, что ли? Самы? Что, попадает, что ли? Да. Самы. Нихуя, а да он. Хе-хе-хе. Я тебе думаю, что, блядь. Сомик, да. Я можешь приготовить вкусный. Да не, маленький братик, ты чё? Самы. Самы. Заглотил, зараза. Сейчас вот надо как-то его выковыривать. А нет, не заглотил. Опа. Беги домой. Что, друзья, доброе утро. Воды нету, смотрите. Садок висел там. Под уровень. Вода вон. Вот так. Воду выключили. Течения нету. Жесть. Короче, вода здесь играет роль большую.
Нормальная такая. Ребята, взял, ребятки, утро. Где у меня подсак? Ах, оторвался, что ли? Ё-моё. Поводок оторвал. Порвал поводок, блин. Ё-моё. Зараза. Да, бракушку рвет там. Хороший был. Хороший был, зараза. Сфото бровку, друзья. Бровка 5-метровая, вот здесь как раз на подъеме. Там резанул. Ракушка стоит. Хорошая машина была. Ну, увы, не поднял. На море, друзья, опять ветер. Сильная волна, блин. Ё-моё. Поднялся опять ужасно вообще. Ну, утром вышла рыбка, начал ловить. И сход, друзья. Блин, не знаю, что такое. На бровке прям по центру срезала. Получается, вот, чтобы вы понимали, мелко, сразу 5. И вот на эту бровку вытаскиваешь. А обычно по воде вот сидишь именно вот там, снизу, на камнях. Поставил кофе, хочу кофейку попить еще. Приехал Олег ко мне. Вместе рыбачим. Подружился с Олегом здесь. Сейчас с Олегом покушаем. Свеколка у Алены Сергеевны. Гемоглобинчик, так скажем. И хлебушек. Олег Джан, приятного аппетита. Я-то думал, ты чай пить решил, а ты яичнику сварганил. Приятного аппетита, братья. Спасибо большое. Не приехал наш рыбак? Спит, наверное. То и дело, ребята. С утра на берегу Волги. Привет. Как обычно, сядешь поесть, начинается. Ну чё, клювало же хорошо. Или сел уже. Олег, как всегда, да, сядешь поесть и это, да? Поклевка. Не, я говорю, сядешь поесть и всегда так слышишь.
А не крупный подлещик, походу. Сорога. О, какая Давно сидит. матерая. Давно сидит. Да, он заглотил уже. Ну, какие ребята коники-то. Это сорога, я понимаю. Так, сорога. Ветрено, конечно. Жесть. Я же бежал после свеклы. Че, хорошенькая, да? Да. Давай, давай, братан. Тут не спеши, тут не спеши. О, что-то гуляет, да? Ага. Ага, не вижу молоко. Самыл. Опа, судак, берж. Зубастый? Ёпта, блядь, да. Это не берж, это судак. Да, судачок. Вон надо, блядь, как-то вытащить его нахуй, беднягу, блядь. А все, пузыря пустил с глубины. Че? А, все уже, Да. сдаем. Пузыря пустил, видишь? Ну. Обычно делают прокол как-то из глубины, когда достают. Значит, вот кто он. Вот у тебя кто теребит здесь, да? Значит, тут судак у тебя стоит. Сидит. Сейчас этот, принесу экстрактор. Ужас, погода, ребята. Жесть. Вообще жесть. Густера? Ну что, друзья, я уже как бы 2 дня дома. Последняя рыбалка была ветреная. В общем, вообще невозможно было сидеть. Но в целом, еще одна ночка на берегу Волги. Она замечательна. Шикарно отдохнул, друзья, от комаров, от леса, от тайги. И прям не жалею, что съездил. Поездка была прям великолепная. По приезду удивлен. Ну, в принципе, удивляться нечего. У нас 10 градусов днем, 6 ночью. Дует ветрище. Вода на 1,5 метра поднялась. Короче, рыбалка была прям в цвет. Что съездил, побывал, посмотрел, попробовал. Все круто. Всем, друзья, желаю таких поездок. Выезжайте в незнакомые места. Это делается все просто. Не обязательно иметь какого-то местного человека. Есть возможность времени, есть возможность с палатками, есть возможность с машинами. Надо брать. Вот мы с Дамиром на Цивиль ездили именно так. Нашли съезд с дороги и просто разведали и в целом отрыбачили. Так что, друзья, я всем рекомендую вот так выезжать в какие-то незнакомые места, в другие регионы, города и рыбачить. Вот это так, круто. Брать палатку, детей, просто семью и на 2-3 дня просто куда-то ехать. Это и путешествие будет, это будет и рыбалка, это будет и отдых, это будет вообще все. Спасибо, друзья, за просмотры, за лайки, за комментарии. Впереди непонятное лето, которое будет или не будет. Ну, в общем, в любом случае на связи и будем рыбачить, будут походы, будем делать что-то интересное. Все. Пока.
Вот такие штучки выдают бесплатно, да?